Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 27 сентября 2024 года, 16 часов 1 минута по Берлину, 17 часов 1 минута по городу Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Стрим наш вещается, как обычно, на канале в YouTube Реалити и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Сегодняшний свой стрим я назвал «Шок, провокация ФСБ, антимусульманская кампания на России». Всех, кто находится в России, либо во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, не пишите комментариев, не ставьте лайков и не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные в усиленном порядке нужна ваша помощь. Как вы видите, у нас один стрим набирает 160 тысяч просмотров, потом он набирает 7 тысяч просмотров. Такого быть не может. Такое аномалия, такое странное поведение. То у тебя 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, потом резко падает до 10, до 7 тысяч, до 12 тысяч. Это говорит о том, что и во время эфира с Аядом мы видели, как у нас обрывался стрим, особенно под конец, видимо, им что-то удается делать при помощи своих хакеров, портить нам звук, портить изображение, отписывать и так далее. Поэтому над нашим каналом, против нашего канала ведется большая работа. Это также можно обратить внимание на те комментарии, которые пишут тролли. Если вы обратите внимание, ни одному блогеру, ни одному общественному деятелю в таком количестве однотипные, однобокие, массово комментарии не пишут. А наши же, которые свободные люди, которые за нас, которые наши подписчики, которых мы очень уважаем, они не очень активны. И мы знаем почему, и это все понятно, но в любом случае потихонечку становиться активным нужно. Ситуация в корне меняется, и, конечно же, тот террористический оккупационный режим, который установила Россия во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, он не вечен, он уже трещит по швам, они очень обеспокоены своей судьбой, и им уже будет не до вас. Но при этом, конечно же, еще раненый, бешеный зверь, как говорил Путин, еще способен нанести вред и нашим родственникам, вашим родственникам, которые находятся в Чечне. Поэтому ваша безопасность, она, конечно же, никуда не убирается, но вы должны понимать, что нам нужно всем быть активными. Короче говоря, вы все сами знаете. Я обращаюсь, конечно, в первую очередь к чеченцам. Так, перехожу к вашим комментариям. Перед тем, как перейти к вашим комментариям, салам, дорогой, я бы хотел рассказать о событиях на фронте, на русско-украинской войне. За прошедшие сутки, на 27 сентября 2024 года, уничтожено и ранено 1370 террористов, 21 танк уничтожен, 48 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, 2 антиаэркрафта, 85 БПЛА, да, улов хороший, 58 автомобильной техники и цистерны, 2 спецтехники. Слава Украине, слава ЗСУ. Украинцы, вы лучшие. Вы киборги. Вам равных нет. На сегодняшний день, по крайней мере, вам равных нет. Вы лучшие. Это просто невероятно. Каждый раз я это читаю, я понимаю, что это правда, но это в голове не укладывается. Более 2,5 лет, уже 3 года, как одна единая машина, как единый механизм, Украина перемалывает имперцев, оккупантов, пришедших на ее землю. Слава вам, слава, вечная слава. Так, давайте перейдем к вашим комментариям. Салам, Шамиль, алейк салам. Баркал, и тебе, большой Баркал, за все, что ты делаешь.
Все, что ты делаешь, это для чеченцев, для нашего общего дела. Огромное тебе спасибо за то, что ты переживаешь, за то, что ты столько времени поддерживаешь меня. Огромное тебе спасибо. Молодец ты. Так, потому что из-за таких, как ты, льется кровь, говорит Пауль Зиберт. Ну, наверное, я во всем виноват. И как это было? Шпака брал, а Казань не брал. Так. Пауль, говорит Шамиль, тебе сложно кровь чью-то пить, потому и обвиняешь, чтобы отмазаться. Да, наверное, так, Шамиль. Добрий вечір, Volvo Club. Вітаю, Баванятка. Живе Білорусь. Алейк салам, Ичкерия, Фри Ичкерия, Чернев, алейк салам. Мир тебе и нашим народам. Амин, Альберт, Худайнато, амин. Баркал. Слава Русне к нам зашел. Ну, такие тоже залетают. Такие тоже имеют место быть. Итак. Давайте я вам дам послушать 24 секунды Джохара Дудаева. У нас нет ни плача, ни отчаяния, ни озлобленности. Это говорит о силе духа нации. Силе духа нации. Если даже горы Кавказа сравнять с землей, не только Россия, а вся сатанинская сила земного шара не одолеет дух сопротивления чеченского народа. У нас нет ни Это 100%. ни озлобленности. Никогда нас не одолеет никто, понимаете? Никогда, ни при каких обстоятельствах. Никогда. Это невозможно просто. Мы перестанем быть чеченцами, если мы покоримся. А мы не покоримся и не перестанем быть чеченцами. В натуре. Вот так вот. Про Брюссель не будешь говорить? Нет, Шамиль, а что там говорить? Я там увидел снова имитацию, снова обман. Все старые лица, все те же, новых, никого там не добавляется. Хотя проводится колоссальная просто рекламная информационная пропаганда. Ну, знаете, чеченцы, вот если молчат, и у меня комментариев не пишут, там лайков не пишут, это не значит, что чеченцы не понимают. Мы закрылись просто. Видели, как к себе в логово волк заползает и сидит и зализывает раны. Потому что то, что сделано с нашим народом, это очень страшные вещи совершила Россия. Сейчас Россия хочет уйти от ответственности. И при помощи, большому сожалению, европейцев, большому сожалению, в том числе Анны Фатыги, кто такая Анна Фатыга, какого черта она подвязалась к этому, непонятно. Но я могу сказать, что если мы начнем говорить о Анне Фатыге, то им всем очень сильно не понравится. Я просто сдерживаю себя, потому что так надо, так надо. Но я понимаю, что никакой поддержки среди народа нет у Ахмеда Закаева и его театральной труппы, которые они изображают власть чеченского народа. Никакой поддержки народа нет. От слова совсем. Совсем. Хотя проводится колоссальная работа информационная там и так далее. И наблюдать, зная всех этих людей, с которыми некоторыми я лично знаком, с некоторыми я приблизительно представляю, кто это такие. Мне просто смешно за этим наблюдать. Но я понимаю, что молодежь или люди не очень сведущие во всей этой теме, они могут вестись на эту пропаганду, как я велся на эту пропаганду, как я человек тоже, который был много не посвящен, который поверил, что эти люди реально что-то делают и так далее. Все это имитация, все это обман.
Анна Фатыга прикрывает обман. Дело в том, знаете, на мой взгляд, это мое сугубо личное мнение, раз затронули эту тему, я хочу сказать, что во время Первой русско-чеченской войны, когда после гибели уже Джохара Дудаева, ОБСЕ и представитель от ОБСЕ Тим Гульдеман фактически предлагал нам стать частью России. И слово Ичкерия убиралось, это российская сторона, хотя ОБСЕ должны были стоять над схваткой и не быть ни на одной стороне. Они должны были деэскалацией заниматься, они должны были заниматься примирением. Но ни в коем случае они не должны были становиться на сторону России и настаивать на том, чтобы мы признали себя частью России, так как мы, во-первых, это выбор нашего народа был, который был 25-27 ноября зафиксирован как декларация о государственном суверенитете. И в этом смысле отказаться от этого – это стать предателем. При любых обстоятельствах, особенно после таких колоссальных потерь, согласиться на это было предательство. И ОБСЕ и Тим Гульдеман лично это человек, который все-таки был не над схваткой, хотя он пытался быть над ней, но все-таки всегда почему-то выходило так, что ОБСЕ занимала российскую сторону в конечном итоге, а Россия маниакально, шизофренически просто добивалась того, чтобы мы не вышли из-под ее оккупации и так далее. Хотя юридически ни у кого нет основания так считать. И сейчас друг того же Тима Гульдемана, тот же Руслан Кутаев, который был в правительстве Аслана Масхадова, и все вокруг, вот Аяда Эдигова послушайте, и всех других людей, кто еще жив с тех пор, все знали, что Руслан Кутаев от России. Это делалось, вероятно, это делалось для того, под предлогом того, что будут суды линча, наказания тех предателей, которые служили России. И чтобы не было вот этого кровопролития, была такая уступка. И как сказал Аят Эдигов, из уважения к Тиму Гульдеману, который на самом деле большую работу делал, и если бы Тим Гульдеман оставался бы принципиальным человеком, то дальше бы мы уважали бы и благодарили бы его лично, хотя и ОБСЕ, и другим международным организациям мы благодарны за ту работу, которая проделывалась, за фиксацию преступлений. Ну вот, в принципе, это все немного ограничилось. В сравнении с украинской помощью Украине, это даже близко там, на 1000% не стоит. На 1000%, на 1 000 000% даже. Никто не говорил, что Ичкерия признается, поддерживается ни Западом, ни европейскими странами, к большому сожалению. И Руслан Кутаев был в правительстве Аслана Масхадова. И, как он говорит, с его слов, если можно верить, он имел контакты с Тимом Гульдеманом. Ну, что я, в принципе, могу допустить и поверить. Потому что именно Тим Гульдеман настаивал на том, чтобы Руслан Кутаев или кто-то из подобных российских деятелей оказались в нашем руководстве, в нашем государственном, во власти нашей. Я считаю, это была большой ошибкой с нашей стороны. Никакому Тиму Гульдеману, никому нельзя было подпускать близко людей, работающих на России. Нам нельзя этого было делать. Ну, видимо, обстоятельства были такие, что пошли на уступки. Чем это закончилось, мы знаем. Сегодня Руслан Кутаев, самого главного, одного из самых главных убийц и врагов чеченского народа, зачинщиков войны против чеченского народа, Сергея Степашина, называет адекватным. Это говорит о том, что в ближайшее время они начнут налаживать контакты с Степашиным и говорить его, легитимизировать и его очищать от тех кровавых преступлений, в которых он повинен и в начале Первой русско-чеченской войны, и во Второй. Потому что именно Сергей Степашин тогда курировал населенные пункты Чабан-Махи и Карамахи, вот эту ситуацию, где установили шариат, якобы, и там у себя на территории России, в Дагестане. И потом, как бы,
чеченцы должны, они потом их начали убивать, и потом чеченцы, у которых был договор с дагестанскими разными народами, должны были прийти. Ну, прийти должны были и другие дагестанские народы, но они не пришли, пришли только чеченцы. И они спасли этих людей фактически. И вот эти люди сейчас пытаются легитимизироваться. Самые главные, я еще раз говорю, сегодняшний гауляйтер, убийца, враг чеченского, но предатель. Не враг, а предатель. С врагом можно договориться, как сказал Путин. С этим я могу с ним согласиться. С врагом можно договориться. Нельзя договариваться с предателем. Потому что если он предает, он все, это уже навсегда. Предаст еще раз. Поэтому гауляйтер и предатель Рамзан Кадыров, он, по крайней мере, на Западе запатентованный убийца, международная юрисдикция его будет преследовать, и нам, чеченцам, выгоднее, чтобы вот сейчас он представлял Россию, а не то, что сейчас старая КГБшная номенклатура в лице Закаева, Кутаева, Хасбулатова покойного, ну, других разных деятелей, они вернулись, Западу что-то они там понаобещали, может быть, коррупционная составляющая, мы знаем, как и Россия вербует, подкупает, то, например, Анна Фатыга, я не исключаю, что там может быть присутствовать коррупционная составляющая. Мы все знаем, как работает Кавказ Реалии, мы знаем, как работают некоторые другие западные, даже средства массовой информации, русскоязычные, которые абсолютно чеченофобские и пророссийские, даже сейчас, даже сейчас. Поэтому эти вещи у меня вызывают, например, смех. Я знаю, что чеченские народы никогда не поддержат этих людей, а мы строим демократию. Там, где нет поддержки народа, там не может быть демократии. Там не может быть избран человек, который фактически служил России. И именно поэтому, прикрываясь лозунгами, с фальшивым гербом, хоть и похож на наш, прикрываясь разными вещами, вот эти люди пытаются обмануть чеченский. А через всю свою жизнь они занимались обманом чеченского народа. И вот дальше они сейчас пытаются обмануть. Ну что ж, я скажу, что какие бы ни были потуги, ничего из этого не выйдет. Ничего не выйдет. План построить там, осудить Кадырова, а вместе с этим осудить там, Дудаева, Басаева, всех остальных, сказав им, что это они во всем виноваты, никакой Ичкерии нет, что давайте все сначала, с чистого листа начнем, там, 3-10, из этого ничего не получится. Чеченский народ не откажется от того, что нужно наказать за убийство трети чеченского населения, граждан всех национальностей и религий чеченского народа. Мы никогда не откажемся от этого. Мы больше, чем воевать против России, хотим наказать тех, кто убивал наших людей. Это для нас святой долг, святая обязанность. А если сейчас говорить, что Ичкерии нет, это как раз все это списывается. Мы все становимся сепаратистами, бандитами, и 300 тысяч наших убитых людей мы должны забыть. Мы с этим не согласны, категорически, ни один чеченец на это не согласится. Главное правильно объяснить чеченцу, что от нас добиваются, если мы пойдем по вот этому ложному пути. И, конечно же, ни один чеченец на это не согласится. Мы боролись за свою свободу против Русской империи. Ничего не изменилось с тех пор. Империя до сих пор существует, наша страна оккупирована, и все вот эти деятели, которые притворяются ичкерийцами, симулируют, что они там борются за чеченский народ, на самом деле жажда денег, власти и, конечно же, уйти от ответственности за те преступления, которые они совершили. Референдум, проведенный в фашистской России после оккупации Чеченской Республики Ичкерия в 2003 году, он недействителен. Вся процедура, которая была проведена от 90-го года и до полной принятия Конституции
внесения изменений там, в название нашего государства. Все это делалось в соответствии и принятия Конституции Чеченской Республики, и все последующие действия делалось самыми мощными умами чеченского народа, в том числе Абдурахманом Авторхановым, который похоронен здесь, в Германии, в Баварии, в Мюнхене. И мы соблюли ленинскую, сталинскую и последнего образца советскую конституцию, соблюли международное право, соблюли свои законы и абсолютно без каких-либо враждебных отношений разошлись с Россией. Занимались торговлей, занимались разными другими, на других министерских уровнях делами. Все было нормально, пока вот этот костяк КГБ, ФСБ, тогда это ФСК уже было, тогда еще это было ФСК после КГБ, они решили, тот же Степашин, Ерин и другие разные преступники, решили, что империю будут они восстанавливать, начиная с нас, так как посчитали, что мы самое слабое звено вот в этой фашистской советской КГБшной империи, и начали с нас. Но оказались, что ошиблись, и что мы не самое слабое звено, хотя весь мир оставил нас один на один и наблюдал, сколько мы продержимся, восхищаясь иногда, хваля нас за это. Ну, сколько мы продержимся? Мы продержались достаточно долго, чтобы в Украине выросло целое поколение свободных людей, которые никак не связаны с этой империей, с совком, в том числе и русских, которые не отождествляют себя, не ассоциируют себя с империей, а считают себя европейцами, свободными людьми, которые защищают сейчас оружием в руках, в том числе и русские, защищают свою страну от империи. От империи. Как-то так, как-то так. Друзья, давайте еще почитаем ваши комментарии, и потом я перейду к нашей основной теме нашего стрима. Так, ва алейкум ассалам, Алихан. Ва алейкум салам, Америка Фри, Машуэль. Так, я смотрю, троллики все на месте, да, собрались. Если будете много визжать, я вам сейчас бан поставлю, и будете дома, без денег останетесь. Сегодня не сможете себе написать достаточно комментариев, поэтому уважительно, троллики, давайте, троллятина. Привет, Ичкерия из Германии. Ботаник. Привет, Ичкерия. Привет, Германия. Вас захватили, вы проиграли. Нет, ни в коем случае. Вы проиграли, когда вы признали поражение. До тех пор, пока не признал поражение, ты не проиграл. Вы это не знаете еще, понимаете? Если бы мы проиграли бы, то наша война не длилась бы 400 лет. Ну или там 350 лет, как вы на нас напали. Поэтому вы немножко не в теме, да, не в теме. Не с теми связались. Мы из поколения в поколение будем уходить в землю и сопротивляться, понимаете? Такова природа наша. Таким нас создал Всевышний. И вы ничего не можете с этим поделать. Вы на ноль нас убиваете, 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 а мы все равно. Теперь вы даже нас всех убить не можете. Треть населения у нас здесь в Европе находится. Вы не можете физически достать нас просто, понимаете? И мы останемся свободными чеченцами. Если чеченцы сейчас молчат, не потому, что вас кто-то боится.
Чеченцы молчат из-за колоссальной близорукости Запада, которая ошеломила чеченцев на самом деле. Мы шокированы были поведением Запада, который оставил нас один на один и которому мы так верили. И той беспрецедентной, но по-русски всегда по-русски принимаемой вероломству и коварству, цинизму и жестокости по отношению к родственникам, которые вы применяете. Зная, насколько нам ценны наши родственные отношения, вы приняли самый вероломный, самый подлый путь. Причем используя чеченоговорящих в этом деле, которые знают, ну, все практически о нас, выяснить там это не составляет труда. Это самое большое вероломство, которое вы совершаете. Только лишь поэтому чеченцы молчат. Только лишь поэтому пока молчат. Это не будет продолжаться вечно. Никто не поменял своего мнения. Да, кто-то пытается денег заработать, где-то там связывается с Кадыркиными, Мудыркиными, там, потому что по-другому денег у вас там заработать нельзя. Но даже среди этих Кадыровых, Мудыровых есть люди, которые душой и сердцем будут за нас. Если не будут они, их дети точно будут за нас. Понимаете? Их дети будут за нас. Потому что мы стоим на правде, на истине. Понимаете? Только правда, только истина нас интересует. И мы на ней будем стоять. Из поколения в поколение вы нас можете убивать. Понимаете? Вот если так взять, то меня по вашей логике не должно было появиться. Понимаете? Я всю свою жизнь родился, вырос в Грозном. У нас только 2 семьи было чеченцев. В большом дворе из 10-8 домов только 2 семьи, 3 семьи было чеченских. У меня все друзья, знакомые вокруг школы были русские. У нас 2 чеченца только в классе было, парней. Я всю свою жизнь учился, работал среди русских и так далее. И я вот живой пример вам, что я нисколько не изменился из-за этого. Ни капли, ни на секунду, нигде не изменял своим взглядом, своему народу, своей борьбе. Никогда. Никогда. Из-за этого подвергался, конечно, репрессиям, гонениям, там по-всякому было. Но и поэтому таких, как я, легион, миллион, понимаете? А я самый последний в этой толпе, замыкающие. Вот так что мечтайте, Дион. Мы никогда не покоримся. Вообще, чеченец это значит синоним непокоренный. Понимаете? Я не о себе говорю, я говорю в целом о истории чеченского народа. Проверьте, посмотрите. Можно убить, можно посадить, можно избить, можно что угодно сделать. Издеваться можно, что угодно можно сделать. Покорить нельзя. Морально, ментально, чтобы мы сказали, да, вот признаю эту силу. Нету такой силы, которой мы можем покориться. Понимаете? Только Господь Бог, которого мы покорились, вот его мы покоряемся, ему покоряемся. И своему отцу и маме. Все, на этом заканчивается дело. Так, Ахмат, предатель, Рашка, оккупант, террорист. Борз, ну, против твоей аргументации невозможно поспорить. Да. Работайте, дудаевцы, мочите расиста. Так, сейчас я тут найду. Ладно, понятно, здесь все троллятина. Так, Путин говорит, что ударит ядерной ракетой. Что ты думаешь об этом?
Burn Fished. Я думаю, конечно же, может ударить. Может ударить. Но меня смущает один момент в этом деле. Мы все знаем, что в России никакие законы, ничего не действуют. Они действуют для простого плебса, для простых людей. Но для Путина, Путин царь, ему законы не писаны. И сейчас он говорит, что он унес какую-то доктрину, изменил доктрину, что мы нанесем удар, и третье, десятое. И вот меня смущает этот момент. Мы все прекрасно, кто имеет хоть какое-то представление о России, знаем, что там не работают никакие законы, если это нужно Путину. Поэтому никаких изменений в доктрин вписывать, что это какой-то законопослушный президент, который подчиняется закону. Еще Зеленского называют просроченным, там уже протухший, уже гнилой. А он рассказывает про Зеленского, там, который во время войны еще остался у власти. Поэтому, мне кажется, это снова очередная туфта. Но то, что применить может, я это опять же не исключаю. А так это просто такая бравада, речь, что вот смотрите, у меня юридически уже есть основания нанести удар, еще что-то у меня есть и так далее. Ну, не знаю, посмотрим. Я думаю, что нужно было бы предупредить москвичей, дать им 48 часов, покинуть Москву и по Москве, по Лубянке и по Кремлю один или есть хороший такой заряд, я думаю, было бы достаточно нанести. Навеки вечное, чтобы вот это террористическое учреждение исчезло с лица земли. Да. И вот тогда мир зацветет. Я думаю, в пустыне тогда начнут расти цветы. Ну, короче, рай наступит на земле. Я уверен в этом, если это произойдет. Ну, как будут делать американцы, Запад, англичане, ну, пока не знаю, пока не знаю. Но то, что настроены очень серьезно, что американцы, Запад очень серьезно настроен, об этом уже все знают. И на России знают. В очередь выстроились. Те, кто... Ах ты... Одну секунду. Одну секунду. В очередь выстроились КГБшники, ГРУшники, все переходят на сторону, все сдают информацию, и каждый пытается себе завоевать место в новом мире, который будет устанавливаться. И все, кто топил за Путина, топил за империю, у них, конечно, большие проблемы, они это все понимают прекрасно. И я думаю... Сейчас, одну секунду. Я думаю, что вот в этом будет сейчас вся битва идти. Все бегут. И самые отмороженные, которым отступать некуда, да, они сейчас остаются пока нас. Ну и, конечно, низовой состав, который ничего не понимает и ничего из себя не представляет. Вот они сейчас остаются пока в рядах. Ну, многие уже, и они начали понимать, потому что, бессмысленно все, что происходит. Просто ужас, что там творится, что с ними происходит. И такая вот ситуация. Вот давайте возьмем того же Дурова. Дуров летит в Азербайджан, в котором он, наверное, никогда не был. Именно тогда, когда там оказывается Путин. Потом оттуда он прилетает своим прямым рейсом из Азербайджана, из Баку, прилетает прямым рейсом в Париж, сдается, не случайно, не это, да, целенаправленно, это мое мнение, я так считаю. Целенаправленно, я с первых дней я понял, что это так, и сейчас уже начали говорить, он сдал коды, там он это сделал, третье сделал, а там 5 миллионов. Залог за него там вышел, 3-10. Сам прилетел, сам дал показания, теперь дает коды, сказал все коды. Теперь уже Telegram не будет такой секретной площадкой, где ФСБ и ГРУ здесь в Европе будет обмениваться спокойной информацией, и это не будет слушаться. Это все будет вычищаться, узнаваться, выявляться.
Все, что пишется в этих чатах, это все сохраняется, это все будет узнаваться. И потом будет ложиться в фабулу дела. Это будет однозначно привлечение к ответственности всех здесь, в Европе, находящихся ГРУшников, ФСБшников, которые работают на Россию и готовят террористические акты. Ну, масса чего они тут готовят. Ну, пока им тут везде перекрыли кислород, они тут редкие, отдельные разные вот эти выпады делают, но вот массово что-то пока им ничего не удается. Я уверен, они готовят что-то массовое, им нужно дестабилизировать обстановку в Германии, в Европе, особенно в Германии и во Франции. Но я думаю, у них ничего не получится, дай бог ничего не получится, но они пробуют. И вот это тоже один из примеров. Человек встречается с Путиным и возвращается и сдает. О чем это говорит, друзья? Это говорит не только о том, что генералы в очередь выстраиваются, сдаются. У меня есть все основания после этого случая полагать, что и Путин уже сдает, понимаете? Потихонечку начинает это сдавать, то сдавать, оставьте меня в покое, и уже начинает послушно выполнять все, что от него требуется. Для того, чтобы потом либо уйти куда-то спрятаться, либо просто завоевать себе какое-то время выжить. Может так, не знаю я. Может быть, не лично Путин его отправил. Может быть, не лично Путин. Может, кто-то из окружения Путина его отправил, которым он встречался в Баку. Может, так связано. Но то, что Дуров, который всю свою изначально ВКонтакте и Телеграм, это все проект ФСБ, полный под контролем ФСБ, под контролем Путина лично, потому что это все их детище. И вот это все сдано. Если еще до сих пор кто-то не понимает, что происходит, то значит у вас проблемы с логическим мышлением. А сам скажите, в Грозном живут горские евреи? Я не знаю, живут ли горские евреи сейчас в Грозном, ну, и мы будем им рады, если они там будут жить. Мы будем рады. Я, думаю, может, кто-то есть, но не думаю, что много. Так они уехали, наши грозненские евреи начали уезжать до первой, когда Канкалика убили, ректора университета. Вернее, его похитили, убили его заместителя чеченца, который попытался защитить, не дать похитить, он был убит, а Канкалик был похищен. И потом это начали говорить на чеченцев, и тогда евреи начали, понимая, что против евреев, именно против евреев тогда была настроена российская вот эта спецслужба, чтобы выбить почву из-под ног евреев, и чтобы они там не оставались. И они начали уезжать. Тогда многие уехали. Так, давайте почитаем еще здесь. Спасибо. Не за что, Виктор, не за что. Мы верим на 100%. Кавказ, Ичкерия будет свободна, иншаллах. Иншаллах, иншаллах. Аслан, тебя ждет Рамзан Кадыров. Знаешь, что я удивляюсь? Вот с русских я вас удивляюсь. Почему вы угрожаете Рамзаном Кадыровым? Я уже много раз об этом говорил. Неужели у вас своего русского витязя не нашлось нас попугать? Сами задумайтесь. Вы убили 300 тысяч у нас населения, оккупировали всю нашу территорию. И вы угрожаете Рамзаном Кадыровым. Ну, неужели нельзя найти какого-нибудь русского витязя, которым вы нас пугали? Хотя не русским витязем, вы знаете просто, что вы нас не испугаете, поэтому вы пугаете, понимаете? Вы ментально, морально понимаете, что мы вам не покорились, понимаете? И вам проще, вы понимаете, что Рамзан Кадырова они испугаются. Вы понимаете, что русского мы не испугаемся, а Рамзана Кадырова мы испугаемся. Но мы пугаемся не Рамзана Кадырова, мы пугаемся тех родственников, которых вы убираете, пытаете, уголовные дела, избиваете, убиваете их. Самым вероломным, самым жестоким способом, выставляя потом нас виновниками в их смерти, виновниками в их истязаниях, там, все, что вы с ними делаете.
Вот что мы делаете. Ни Рамзан Кадыров, ни Вася Пупкин для нас не проблема, понимаете? Мы чеченцы, мы ничего не боимся, мы смерти не боимся, понимаете? Так, на минутку, чтобы вы понимали. Если бы мы боялись бы смерти, мы бы вам не показали бы те чудеса отваги, которые мы вам показывали на этих войнах. На всей истории, на протяжении всей истории нашего знакомства, так сказать. Неприятного знакомства, которое нам вылилось, геноцид на 300 лет. Так. Да, ты прав, алейкум. А нам по-другому сказали. Что вы имеете в виду, божественно? Что вы имеете в виду, по-другому сказали? По поводу исхода евреев? Скажите мне об этом. Чечня без Кадыра, говорит Аркадав. Слава Ичкерии. Нет, Аркадав. Героям слава, Аркадав. Но не Чечня без Ичкерии. Ичкерия без России. Кадыров это ноль без палочки. Это просто марионетка, которую используют. У него 3 класса образования. Он не мог выстроить эту республику сам. Просто если бы его оставить, вот Рамзан, тебе деньги, занимайся. Он не мог это выстроить. Все, что он может, заходить и пленных, пристегнутых, заложников, пристегнутых к батарее, избивать дубинками и палками. Вот все, что он. Застрелить он может. Понимаете? Поэтому Рамзан Кадыров это как раз русские нарративы, которые хотят. Закаев из этой же серии, что вот есть Россия, что мы часть России, и нужно Кадырова убрать. И вот некоторые западные европейские деятели пытаются нам вот эту установку нам внушить. Ни в коем случае мы не можем поддаваться на это. Это давно они этого добиваются, еще с момента первой русско-чеченской войны, когда они нам, и вам, украинцам, они это то же самое предлагали. Они говорили, что нужно сесть Зеленскому с Пушилиным вместе за стол переговоров и там вести свои там разные дела. Представить агрессию против Украины, как будто это внутриукраинская война, гражданская, то есть война. То есть русские с Донбасса против киевлян, там нацистов, радикалов, там разных правых и так далее. Вот точно так же они и нас хотят представить. Нет, мы, чеченский народ, единый. Мы показали, что мы единый народ, как сегодня это показывает Украина. Правда, у Украины есть мобилизация обязательная, а у нас не было мобилизации вообще. Вообще ноль. Никого не призывали насильно. Все, кто ходил, приходил, кто захотел, уходил. И вот так у нас было. Как свободные люди. Пришел, повоевал, были проблемы из-за этого, такое было. Поэтому против России. Россия враг, Россия многовековой враг, Российская империя имеется в виду. И в этом смысле представлять что мы антикадыровская какая-то оппозиция, как там Закаев, там другие, третьи, это мы в это не играем. И разоблачаем эту их установку. Вот что я бы хотел вам донести, Аркадав. Можно ваше мнение про Джохар Дудаева? Много раз говорил, Джохар Дудаев это наш лидер, наш первый президент и герой нашего народа. Давайте почитаем комментарии в YouTube. Асан, скажи, что я приеду на пенсию свободную Ичкерию. Я думаю, многие приедут в Джохаре, будет синагога. Обязательно это, обязательно. Самая красивая синагога будет. Самая красивая. И нам нужны все, и особенно евреи. Приезжайте, конечно. Ты себе гражданство уже имеешь, у тебя уже все нормально.
Вась-вась там, как говорится, там порешали. Так что, а я мы после этого не оставим в покое. Будем каждый день у его дома караулить. Выдай паспорт, бошляц. Конечно, ждем тебя и на пенсию, и в любое время. Так. Комментарий оставьте, если вы такой гордый мусульманин. Что вы думаете о геноциде палестинцев Израилем? Ну, смотрите, во-первых, вчера у меня целый стрим был, почти весь стрим был посвящен этой теме. Если вы хотите, вы можете пойти и послушать. Сегодня я специально делаю стрим, потому что вчера был у меня стрим по плану другой, но на самом деле эту тему, которую я пытаюсь немного о ней говорить, потому что вначале была такая установка, что 7 октября, когда на день рождения Путина вот эти ублюдки из Хамас совершили геноцид евреев, тогда была попытка России отвлечь внимание на Израиль, на Палестину от Украины. И я понимал это, хотя я вначале поддержал Израиль, но после этого я понял, что слишком, если я буду этой темой увлекаться, то Украина останется незамеченной. А мне важно было именно вот этот вопрос освещать. И я чуть-чуть отошел от этой темы, особо не говорил на эту тему. Но сейчас, когда уже с Хизбаллой, которая тоже пыталась совершить нападение, и евреям удалось превентивно нанести колоссальный, просто невероятный сокрушительный удар по вот этим террористам, я посчитал, что я все-таки должен говорить. Сейчас уже ситуация уже снизилась, сейчас те планы ФСБ по поднятию мусульманского мира против Америки, против всех там 1,5 миллиарда или хотя бы там миллиард, полмиллиарда мусульман поднять против Израиля, против Америки. Это не удалось. Мусульмане уже не глупые, слава богу, есть информация. Уже надоели вот эти все обманы, ловушки, которые уже из поколения в поколение над нами выкидывают. Поэтому, слава богу, люди стали умнее. И сейчас можно говорить уже мне, не опасаясь, что внимание от Украины отвлечется. У Украины в этом плане и внимание, и поддержка есть. Поэтому вчера я говорил, еще буду говорить, еще подробнее буду. Сейчас Израилю, евреям нужна наша поддержка, потому что они находятся сейчас на войне, им сейчас тяжело. И если Цахал или спецслужбы Израиля нарушают международное право, выходят за рамки, где-то там наносят сокрушительные удары, слишком мощные удары, то мы это тоже должны говорить, тоже, чтобы в порыве гнева, порыве войны, чтобы не переходили все рамки дозволенного, потому что это очень важно, если Израиль хочет быть великой страной, великим народом, которым они являются, то они должны быть, во-первых, и ограничены законом и правом, а во-вторых, они должны быть гуманными. Потому что ни один не может быть народ великим, если он не гуманный, жестокий народ не может быть. А я хочу, чтобы евреи были великими, чтобы их уважали во всем мире. Поэтому, и поэтому тоже. И, конечно же, как правозащитник я обязан реагировать. Поэтому, если вы хотите, вы можете пойти на мой вчерашний стрим, и там все, можете услышать мою позицию. И сегодня я буду говорить про провокации ФСБ, антимусульманская кампания в России, которая началась. И я бы хотел бы ей уделить больше времени, потому что большие проблемы ожидают мусульман, проживающих в России, как мигрантов, так и так называемых коренных мусульман России. Об этом и многом другом мы поговорим. Мы самая гуманная страна. Божественно, я не знаю, насколько вы самая гуманная или нет, Израиль, потому что мы считаем, что мы тоже очень гуманный народ и гуманная нация. Но я могу сказать, что за все время вот моей жизни, вот почти полвека я живу на этой земле, и я видел много войн, видел, как русские воюют против нас, против других.
другие народы воюют. Я не видел ни один народ, чтобы он воевал так, как воюет Израиль. Ну, кроме чеченцев, я говорю, или там украинцев, которые тоже соблюдают международное право. Давались коридоры, и все, есть много пропаганды, много погибших, есть в том числе гражданского населения, это тоже мы не можем отрицать. Но я никогда не видел, чтобы русские давали коридоры, останавливали войну, помогали гуманитарно, третье, десятое. Русские препятствовали гуманитарной помощи, русские препятствовали, ну, всячески оказанию помощи просто мирному населению, уничтожалось целенаправленно, только лишь не по воинам, а именно по населению, чтобы, что делалось в Буче, в Украине. То же самое было по всей Чеченской республике Ичкерия. Вся Чеченская республика Ичкерия была Бучей, одной большой Бучей. Поэтому, да, я могу согласиться, что евреи ведут войну так гуманно, как я не видел никогда. Это моя позиция. Так, давайте дальше. Просто тебе нет места в России, так как ты изначально выбрал не ту сторону, герой Ичкерии. Ну, я не герой Ичкерии, я тебе скажу, по крайней мере, пока, Александр Николаевич, скажу тебе. Нет места в России. Ну, скажи, я тебе скажу так, что у меня была прекрасная работа, которую мне нравилось делать, которая приносила мне хорошие деньги, я неплохо зарабатывал, я работал адвокатом и помогал, ну, среди, конечно, криминала, но как чеченцу мне было очень легко и просто с ними разговаривать, лишних своих бандитских замашек, так как я чеченец, они мне не выбрасывали. И в этом смысле я себя очень неплохо чувствовал в Москве, и у меня было место. Я решил, что сейчас, когда вы уже напали на Украину, я посчитал, что теперь уже, ну, я видел, что к чему это идет у вас во всех вузах, милицейских, силовых вузах, юридических. Первая пара началась уроки ненависти к Америке. Я это все видел. Я знал, что в России что-то готовится против Запада, против Америки, которая помогала вам во всем, вас спасала, все дело. Я не мог понять, почему американцы до сих пор помогают России, почему они с ней нормально общаются, когда Россия взращивает поколение людей, которые ненавидят Америку. А это те сейчас выпускники 20-летней давности, которые сейчас как раз занимают полковничьи, генеральские там и такие должности, и которые сейчас борются против Украины, против Соединенных Штатов Америки. Поэтому я уехал, потому что, ну, отстаивать права и украинцев, и своего, конечно же, самого угнетенного в этом мире постгеноцидного чеченского народа. Я вот сюда приехал и примкнул к чеченцам, своим единомышленникам. Вначале я, конечно, попал в вашу КГБшную ловушку, ГРУшную, ФСБшную, которую вы здесь расставили в Европе. С позволения Запада, прекрасно западные спецслужбы знают, кто такой Закаев, Кутаев, Мутаев, все остальные, но устраивает Запада, потому что, ну, вот как-то так, да, совместная борьба с терроризмом, там все такое, вымышленным чеченским терроризмом, который российская пропаганда вот довела до максимума просто. До максимума. Я с этим борюсь, у меня получается бороться. Не так, как, конечно, хотелось бы, но успехи есть. Я думаю, они еще будут иметь такой накопительный характер и будет дальше, даже после моей смерти это будет дальше развиваться. И если, конечно, она произойдет, а может не произойдет. Америка гуманная, да, с Югославией что было. Тоха, ты не поверишь, ты просто не представляешь. Америка одна из самых гуманных стран. Самых гуманных, да, это мощнейшая военная машина, самая мощная, наверное, военная машина. И там, как говорит Гарри Табах, демократии в армии у них не место. Но при всем при этом я тебе скажу, что США это лидер по защите прав людей на земле, защите общечеловеческих ценностей.
И если бы не США и Великобритания, я тебя уверяю, такие ублюдки, я извиняюсь, что часто использую это слово, но оно очень подходит для кремлевских вот этих упырей. Если бы не Америка и Великобритания, вы бы такой хаос и такую грязь вогнали бы это человечество, что просто это был бы ад, средневековье было бы. О Аллах, благослови Америку. О Аллах, благослови, храни короля Великобритании. Вот что я скажу. И если они все помогут чеченскому народу освободиться от оков. Это одно из правил, одно из условий. Так что как-то так, Дион. Таких, как вы, единицы, что говорят правду. Божественное. Да, правду говорить очень опасно, очень, скажем так, небезопасно, но таких, как я, чеченцев, большинство, кто говорит правду. Я вам клянусь, положа руку на сердце, говорю, я вам 99% гарантирую, что чеченцев, любящих правду, хотящих правду, 99-95%. Поэтому просто молчат. Многие не умеют писать, многие не умеют объяснить. Плюс вот эта пропаганда, которая навязывается, вот про Израиль, про Украину, про Америку. Это вы даже не представляете, какие тонны этой грязи, этой пропаганды. На хорошем русском языке хорошо, качественно сделанные ролики с музыкой, с постоянно плачущим арабом на фоне. Какой-то там. Уже просто нервы не выдерживают у тебя. Постоянно любая фигня вот с этим плачущим арабом на фоне, короче говоря. Вот это все убивается. И многие, за чистую монету, вот такие вот мы... искренние и наивные люди, есть по большому счету, если взять, чеченца очень легко обмануть. Мы доверяемся, мы сами не врем и думаем, нам не врут. А мир, он многогранен и так далее. Ну и среди нас есть такие лжецы, как говорил Джохар Дудаев, если чеченец подонок, то это козырный подонок, как говорится. Поэтому такое тоже бывает. А так, я достаточен для того, чтобы доносить позицию чеченцев. В принципе, я не один, но достаточно того, что мы делаем, чтобы донести и до вас нашу позицию, что не та позиция, которая нас представляет российская пропаганда, есть истина. Или какая-нибудь турецкая разведка, которая изображает из себя там другом Европы, Запада, а одновременно с этим подпитывает антисемитские взгляды, представляя нас, чеченцев, дикарями. Это выгодно русским и туркам, потому что турки хотят владычествовать на Кавказе, Китай хочет владычествовать у нас на Кавказе, тоже есть там. Иран имеет свои претензии, это всегда исторически так было. И Россия, конечно же. И вот все им, самые главные враги им всем на Кавказе, истинные хозяева этого Кавказа. Это одни из главных там старых там жителей являемся мы, чеченцы. Наши союзники грузины их точно так же не устраивают. Наши центральные, главные наши союзники на Кавказе тоже не устраивают, потому что, турков они не устраивают, потому что они христиане, иранцев они тоже по этой же причине. И, вот такая вот ситуация. И пытаются нас постоянно сделать дикарями, представить, что мы недоговороспособные. И кажется, ладно, Россия это абсолютное зло, постоянно лжет, и ничего правды от нее никогда не услышишь. Но Турция это она мусульманская страна, она-то там нам помогала, там 3-10. Да, турецкий народ нам помогал и сочувствовал, и мы благодарны турецкому народу. Но турецкие спецслужбы, на мой взгляд, это моя позиция, личная, независимого человека, моя позиция в этом смысле, что Турция делает с русскими, с Россией, российскими спецслужбами, совершает геноцид, фактически, соучаствует в геноциде чеченского народа. Я так считаю. Дело в том, что представляя нас, чеченцев, террористами, таким образом, тот же Кавказ-центр, который просто сейчас
истекается просто желчью антисемитской, просто изливает ее. У него вот вспышки, у него заказ, видимо, поступает, и вспышки у них бывают. То в Сирию всем нужно было, чеченцам пойти умереть, теперь нужно пойти в Израиль, по Палестину воевать, умереть и так далее. Ну и якобы это чеченское независимое издание. Ничего подобного. Это турецкое, русскоязычное издание, которое получало еще в бытность от России через еврея Березовского, кстати говоря, деньги, тот же Мулади Удугов, например. И в Турции они заседают, и вроде бы кажется, что это чеченцы говорят, что вот чеченский ресурс там и так далее. Ничего хорошего для чеченцев ни Кавказ-центр, ни Удугов не сделали. Ничего хорошего, кроме провокаций, крови, войн, излама не увидели. Сам он живой. Много молодежи он отправил на джихад под его вот эту пропаганду. Сам живой, невредимый, все нормально. Говорят, живет в вилле. Там все у него отлично. Сделал пластическую операцию, говорят. Ну вот такие вот вещи. Живет себе, охраняется турецкими спецслужбами. Как сообщается, я лично не видел. Ну, очень себя не бедно чувствует и так далее, и так далее. И везде вот антисемитизм. И это нужно Турции. Я убежден, это нужно Турции. Как нужно ГРУ, российскому ФСБ, ГРУ. Потому что там тоже все антисемиты сидят. И вот Турции это нужно. Но Турции нужно, чтобы это делали не они. А вот смотрите, чеченцы, она слышна. Мы заметны благодаря той же войне, благодаря своему характеру, благодаря русской пропаганде, которая нас зверями, убийцами представляла. Мы заметны, наш голос слышен где-то. И нас мусульмане к нам прислушиваются, российские жители прислушиваются, и не мусульмане тоже. И Украина тоже прислушивается, люди смотрят. И когда там говорят, да, опытные, смелые, там, принципиальные чеченцы, и вот Кавказ-центр. И это якобы наша позиция. А я до их антисемитизма, вот этого нынешнего, я уже давно разоблачал этот Кавказ-центр, и они уже, давно они ведут античеченскую деятельность. Просто 100% античеченскую, протурецкую деятельность, связанную вместе с русскими в борьбе с терроризмом. Выявляют террористов, создают, закладывают им программу, а потом вместе турецкие и русские службы ловят, уничтожают, побеждают там и так далее. Вот что происходит. И эту правду, она не нравится всем, вот эта правда, которую я говорю. Но если ее не говорить, мы, чеченцы, оказываемся инструментом в руках вот этих. Мы молчать не можем. И я вынужден говорить. И буду говорить. Если бы евреи были бы неправы, я бы не говорил бы за евреев. Вот честное слово. У меня друзья евреи, мне вот помогают евреи многие. Имеется в виду не финансово, никак, а словом, там, комментарием, вот что мне нужно от них, вот это есть, поддержка моральная, словесная, это есть. Никаких финансов, чтобы потом не вырезали, не говорили, что мне тут евреи помогают. Этого никогда не было, никогда, ни на одну секунду. Но если бы были бы евреи неправы, несмотря на то, что они мои друзья, я бы говорил бы, что они неправы. И говорю, если Цахал совершает какие-то действия, которые выходят за рамки гуманитарного международного права. А так, извините, евреев в обиду я не дам. Если это... Они на правильной стороне истории. Они на правильной стороне истории. А покопавшись, я понял, что я очень многое упустил, оказывается. Я ничего и не знал, оказывается, про борьбу евреев, про восстановление Израиля. Так, поверхностно чуть-чуть знал. Теперь я знаю намного больше и дальше буду изучать этот вопрос. И доносить до чеченцев. И есть успехи. Чеченцы, многие задумались, потому что какое-никакое общество, чеченское гражданское общество, которое формируется, она доверяет мне, моему мнению, знает, что я ничего во вред нашему народу не сделаю, по крайней мере, некоторые, я думаю, не буду преувеличивать свои возможности, но так и будем продолжать, в том числе. Да. Так, давайте дальше. Ты больше похож на еврея, чем на чеченца.
Марк Твен, ну это, наверное, комплимент, я так понимаю, да? Не, чеченцы тоже симпатичные, может, это. Но евреи тоже красивая нация. Согласись с тем. Асан, как ты думаешь, почему это надо Турции? Я думаю, они хотят быть представителями Кавказа на мировой арене. Я думаю, Ичкерия может сама себя представлять без посредников. Я абсолютно, именно об этом я сейчас и говорил. Конечно, Турция хочет, благодаря тому, чтобы нас принизить, представить нас дикарями, ну, которого у нас нет. Было бы это, честное слово, я бы не заступался бы. Вот честно, клянусь вам. Никогда бы, если у чеченцев вот эта черта, какая-то черта была бы, которая она противоречит общим моральным принципам, ценностям, честное слово, я нас первых критиковал бы. Ну, нет у нас этой черты. Нету. Мы единственный народ, я много народов знаю на этой земле, мы единственный народ, который я знаю, который называет своих детей национальностями других народов. Причем не только мусульманских. И осетин мы называем своего ребенка, и грузин мы называем своего ребенка. Если у тебя есть друг осетин, ты своего сына можешь назвать осетином. Уважение такое есть. Ну, и это не вызывает никаких вопросов. Ты что, как ты назвался христианинским именем? Или ты назвался киргизом? Такие имена, черкесом ты назвал своего ребенка. Ты что, с ума сошел? Нет такого у нас. И нам навязывают вот абсолютно того, что у нас нет. И да, нас пытаются представить, Россия пытается нас представить родоплеменным сообществом. Это Дугин продвигает вот эту идею, что мы родоплеменные такие у нас отношения, коллективизм так называемый. Представляет нас дикарями, извращенцами, любящих, извиняюсь, животных, там, барашков, там, третье, десятое. Это правда, это на самом деле российские тролли забивают эту информацию, что запросы на разные вот эти сайты специфические, с Кавказа запросы. Это все делается Яблоновского, ну это много лет назад я это проверял, эту информацию. Яблоновского есть такой поселок Адыгеи. И Перекатная, да, по-моему, называется. Там есть 2 фабрики троллей. Кстати говоря, в ТикТоке оттуда, кстати говоря, вещают некоторые вот эти дамочки, которые представляются чеченками, которые типа блогерши и так далее, и так далее. И вот они делают запросы о разных там извращениях, типа любви к животным. И их так много, что на 12-миллионную Москву их больше, чем вот в этом Перекатном живет 800 человек вообще населения. Вот этот поселок Перекатный, на поселок, как-то он там обозначен на карте, чем 12-миллионной Москве. Но это все представляется как запросы с Кавказа. Это на Западе все делается научным подходом. Если есть такие запросы, там, любовь к животным, я извиняюсь за такую тему, но значит, народ еще не дорос, он еще в первобытном своем состоянии пребывает. Вот эти вещи, если там присутствуют. И вот таким вот образом нас хотят представить во всем, что мы террористы, исламисты, неуправляемые, дикие, сумасшедшие, ну, и все остальное. То же самое делает Турция. Вроде бы она притворяется другом, вроде бы она там хорошая, там третье, десятое, но то, что делает Кавказ-центр, это совместно с русскими, турецкими спецслужбами дискредитация всего чеченского сопротивления. Это вот эти люди довели наш народ до сегодняшнего состояния. Удугов, Кавказ-центр, турецкие спецслужбы. Конечно же, вместе с русскими спецслужбами. И мы должны это разъяснять, объяснять. И будем дальше продолжать в этом духе. Я считаю, да, нас таким образом хотят представить, что мы являемся антисемитами, американофобами, дикарями и так далее. Что абсолютно, еще раз говорю, не соответствует ни на йоту действительности. И если чеченцам разъяснять 1 раз, 2 раз, 3 раз, причем это должен делать даже не я, потому что я-то это могу
эмоционально делать, где-то там ругаться сам с кем-то, еще что-то. Должны делать чеченцы, которые чеченцы. Это тоже очень важно, потому что чеченцы никому уже не верят. Чеченцам еще кое-как, если точно ты докажешь, что ты не предашь, что ты там свой, там все нормально, тогда поверят. Другим народам, национальностям, ну, большие сомнения после всего, что наше поколение, которое пережило геноцид, мы находимся очень таком недоверчивом ко всему миру состоянии. И если вот чеченцы будут доказывать, объяснять, то это очень хорошо принимается. Вот из моего окружения, вот вчерашний стрим, да, высказывается, там ты слишком резко говоришь, может не будешь там говорить много про Израиль, потому что там, ну, если как есть, если говорить то, что мне говорили, потому что евреи нам никогда не помогут, потому что евреи, они, ну, 50% тогда было, когда только первое вторжение было, 51 против 49% было голосование в Кнессете, поддержку Ичкерии, и не поддержали там 1%, по-моему, один голос, перевес был, что евреи нам не помогут, там только там настроим всех арабов, всех мусульман против себя, все равно, что не говори и так далее. Я говорю, я бы не помогал бы им, если бы они не были бы правы. А если они не помогут, им сейчас самим нужна помощь. Еще там ого-го, сколько им еще предстоит сделать. Поэтому от них помощь. Америка поможет, хорошо. Не поможет Америка, ну и ладно, будем дальше продолжать. Не помогала же и Америка нам. Ничего, справляемся, живы, не сдаемся, не покоряемся. Поэтому вот эти вещи, конечно, есть, но все понимают. И вот я разговаривал сегодня с человеком, который очень грамотный, очень понятный. Он говорит, ну, абсолютно я во всем вчерашнем своем стриме, я с тобой согласен. Он говорит, абсолютно. Претензий нет. Претензии есть, что сейчас тебе пришлют какого-нибудь сумасшедшего отморозка и тебя там взорвут ради там Аллаха, там, 3-10, или там застрелят, или еще что-нибудь сделают. Вот, может, вот они тебя так выставят, они вырезают куски, там, зомбируют там молодежь, 3-10. Ну что ж, если суждено, то какая разница, как умереть? 7 смертей не бывает, одной не миновать, как говорится. Поэтому будем говорить правду, только правду и ничего кроме правды. И про Турцию будем говорить, и про Израиль будем, и про Ичкерию будем, и про Украину будем. Красава, шалом из Израиля. Шалом, Израиль, шалом, приветствую. Так. Евреи помогут себе и США, им помогут. А чеченцы должны помогать себе, учиться, учиться и учиться. Ну, СЦ, вот приблизительно то же самое мне говорят, но я это делаю не потому, что нам евреи помогут. Хотя их помощь нам, любая помощь нам нужна. Я это делаю, потому что они правы. И мне задают вопросы, и игнорировать откровенно такую несправедливость в отношении них, ну, я просто не могу себе позволить. Плюс, в каком свете нас выставляют. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Я просто не понимаю этих русских. Ими манипулируют не люди из КГБ, а какая-то кучка КГБшников. Ну пусть 15 тысяч. И русские никак не выйдут из рабства. Сами не понимают, что жить свободно это счастье. Ну это для тебя это счастье, жить свободными. А для некоторых, как сказал как-то Невзоров, что это же комфортно, если он говорит по-честному, это же комфортно быть с рабом. Это же никакой ответственности, там, подчиняешься, дали команду, исполняешь, не дали, отдыхаешь. Ну, вот такая вот ситуация. Это ты рассуждаешь как свободный волк о менталитете барана, который не может выйти жить свободно. Чеченцы за Израиль, говорит Адам. Да, Адам, совершенно верно.
Вот самое интересное, Мария Макеева, какой-то Петя, Вася, так переживают за геноцид Палестины, как они написали. Но у вас хватает наглости, у русских, приходили бы ко мне украинцы, приходили бы ко мне арабы и писали бы. Никаких вопросов. У них свое мнение, они там противостояние, там еще что-то. Вы, русские, можете обращаться ко мне, к чеченцу, в котором вы совершили геноцид, только извинившись перед нами, став на колени, посыпав пеплом, россияне, русские, имперцы, посыпав пеплом себе голову и сказать: прости нас, батька, мы виноваты перед вашим народом, мы совершили ужасный геноцид вашего народа. Вот с такой позиции вы можете спрашивать о каких-то геноцидах, еще чего-то, еще какие-то вопросы. Вы, русские, убивали нас, и сейчас вы, ненавидя все мусульманское, все чеченское, все, что связано с нами, вы просто за то, что чеченец, как по факту геноцид вы совершали. Как Хамас совершил 7 октября, по вашей указке, геноцид, вот точно так же вы совершали против нас этот геноцид. И вы заходите и мне задаете вопросы там, что ты скажешь про Палестину, 3-10, ну... Вам не стыдно самим? Стыд, конечно, и вы, это два разных понятия принципиально. Но скажу тебе, отвечу только так. Никакого геноцида палестинцев нет. Запомните. Да, есть превышение, чрезмерное превышение сил, может, есть, еще что-то есть, какие-то нарушения есть, может, отдельные, даже военное преступление можно найти будет. Потому что война это сплошное военное преступление, по большей части. Поэтому будут факты, все в суд доказывайте и так далее. Геноцида я пока там не видел. Увижу, обязательно скажу. Поверьте, скажу. Слабо выйти с чеченским флагом и израильским вместе. Я бы поглядел. Ну, слабо, не слабо. Ты меня на слабо не бери. Да? У меня есть и видео, и фото с флагом сзади израильским. Кстати говоря, хорошо, что ты мне напомнил. Так, ты вот про этот флаг? А? Я его сейчас не знаю, как я его прикреплю. Потому что это может занять время. И я сейчас могу здесь что-нибудь сорвать. Ну, я попробую. Так, нормально? Я думаю, он не упадет. Я надеюсь, не упадет до конца стрима. Так пойдет? Как-то так, да. Ну, я бы хотел проговорить про провокации ФСБ, антимусульманские кампании на России, которые разворачиваются. Вчера мне не дали вы поговорить на эту тему. И сейчас вы меня отвлекаете, и я сразу начал говорить про Израиль и так далее. Дело в том, что нагнетается сейчас очень мощная истерия, потому что Россия терпит колоссальнейшее просто, катастрофическое проигрыш в Украине. И сейчас, как вы видели, они начинают нагнетать обстановку, и все виновники у них мигранты, которые им улицы подметают, дома строят, там, делают работу, которые там крутые москвичи не хотят делать. И вот получается ситуация, когда сейчас создаются разные русские общины там, от разных ФСБ и так далее. И вот таким вот образом нагнетается эта обстановка. Сейчас, одну секунду. И вот эта ситуация, которая сейчас усиленно раскручивается, накручивается, она представляет большущую угрозу для жителей России,
мусульманской национальности. И не только мусульманская. Там будут, во-первых, и антисемитские будут погромы. И в этом направлении это они просто так открыто боятся это говорить, как против мусульман. Но несомненно будут преследования калмыков, бурятов, ну всех не их по их версии, не титульных, там, не главных, там, не русских, короче, всех будут гонять. Под видом сперва мусульман, а потом и всех остальных. Поэтому я и вновь хотел бы предупредить всех мусульман, всех чеченцев, которые проживают в фашистской России. Будьте очень осторожны, не дайте себя использовать, не дайте себя вовлечь в эти провокации. Давайте, чтобы вам флаг был хорошо виден. Не дайте себя вовлечь в эти все провокации. Будьте очень-очень осторожны. Очень-очень, это сейчас очень важно. Запомните это, пожалуйста. Массуночк вошунас. Йох провокация шишунцар керчеш. Цанна юк и магертлаш. Украине туамба магвулаш. Раск шанти хитти, Украин шанти хитти из позиции. Нейтралитет ляц. Дуется собор да дизвой. Нужно сейчас переждать это тяжелое время. Мы должны все это понимать. Так, смотрите, активизировались как. Я чеченец, я поддерживаю Израиль, говорит Ози. Так, чеченец, еще один. Спасибо за объективность по отношению к Израилю. Пожалуйста, пожалуйста, Лол. Так, вся троллятина активизировалась. Ну, давайте мы вам сейчас дадим немножко отдохнуть. А то вы слишком активизировались. Рафаэль, это никакие не даги и не ингуши пишут. Это пишут тролли. Это мой канал вообще нас удостоили чести, что нам целую фабрику троллей выделили. И нам пишут вот эти люди. На самом деле, ну, конечно, попадаются и вот эти все работники, там, Кадыровы, Мудыровы, там, и так далее. У них тоже обязательно, там, комментарий нужно писать, у них тоже проверка, строго все это должно быть. И вот они и пишут, на самом деле. Поэтому большая часть эти. И поэтому с ними переписываться, о чем говорить. Можно им возразить на что-то, чтобы другие увидели. Или я, когда отвечаю, я понимаю, что большая часть из них это тролли. Вот и все. Боркал за правду. И то, что делаешь, заслуживает уважения. Пожалуйста, это. Правду говорить легко. Правду говорить нетрудно. Не знаю, Аллах, что там произошло, не знаю. Так, давайте почитаю. Спасибо, Мила, спасибо. Какой я праведник? Я далеко не праведник, я обычный человек. Самый обычный, среднестатистический чеченец, да, и ничего мне не чуждо.
Я тоже чеченец, тоже поддерживаю Израиль, говорит Золотой Змей. Вот еще один. Да, на нас Хизбалла запускает ракеты, жуть. Да, конечно, конечно. И в этом и проблема. Все говорят, там, это, там, войну ведет Израиль, это делает, то делает. А что делать Израилю? Положить руки на грудь, скрестив их, и лечь в гроб? Что, вот это нужно сделать? Извините, такое не будет. Такое не будет. Убери этот флаг, говорит. Как его убрать? Смотри, какой прекрасный флаг. Как ты его можешь убрать? О чем ты говоришь? То американский флаг вам не нравится, то мой израильский флаг вам не нравится. Вам не угодишь вообще, елки-палки. И заходите с палестинскими флагами. А что вы наш ичкерийский флаг никогда не поднимали? Что-то я не видел, что вы тут махали ичкерийским флагом, отстаивали наши интересы. Что-то я вас тут не видел. А тут быстро вы тут собираетесь, как будто чем-то намазано, да. Без англосаксов вы никто, говорит. Дело в том, что Дилмурод Ибрагимов, да, особенно у тебя последние 4 буквы имени очень звучные. Дилмурод. Я тебе объясню одну вещь. Англосаксов у нас нет. Понимаешь? Мы, чеченцы, вот до того мы свободны, что мы даже свободны от любой помощи от этого мира. Понимаешь? Нас оставили с людоедом 1 на 1. Хотя мы рассчитывали, конечно, что англосаксы нам тоже будут помогать. И оставили 1 на 1. И поэтому мы абсолютно свободны. Мы свободны от всей вашей лжи, от всей вашей ГБшной пропаганды, которую вы нам навязывали и обманывали. Во время геноцида чеченского народа весь ваш этот фальшивый, лицемерный мир, который выстраивался, он показал свое истинное лицо. И вы нас, чеченцев, уже ничем не удивите и не убедите. Не только сейчас, когда произошли вот эти события, и весь мир от нас отвернулся, наш братский мусульманский мир, у которого если заболит палец, то все тело должно быть. Это в теории, да, это должно быть. Это как в коммунизме. Лучшей идеей, как коммунизм, придумать невозможно, потому что она придумана реально. Просто ее в жизнь воплотить нельзя никак. Это потому что только на том свете это может осуществиться. Коммунизм, написанный Карл Марксом, может быть только на том свете. И то, если в рай попадешь. В жизни это невозможно. Вот вы нам точно так же рассказываете про какие-то там братства, там матства, когда вам надо. А когда вам не надо, что такие чеченцы? В упор мы чеченцев не видим. Кто они такие? Тут какие-то там бегают, там о чем-то просят. И это не сейчас началось. Это мы просто были обмануты дальше пропагандой. А я противник того, чтобы вы дальше продолжали обманываться и обманывать других. Была большая русско-чеченская война, или русско-кавказская война, как она называется. Когда там черкесов народы, целые народные черкесские, вырезались, вот полностью истреблялись, до единого просто. Нас тоже под ноль почти, от 2 миллионов 120 тысяч оставить. И тогда у нас был, как мы все знаем из истории, лидером имам Шамиль. Последние 25 лет он возглавлял наше сопротивление. Потом добровольно, правда, сдался. И он пишет турецкому султану, говорит:
А тогда халифат, ну все дела, это же позапрошлый век, 1840-е, 30-е, там, 20-е, 50-е года. И он пишет там, правоверный повелитель мусульман, там, 3-е, 10-е, самый-самый крутой. Помоги нам. Возьми нас свой халифат, возьми там, ну как в ООН, там, да, возьми под крыло, под защиту, или как в НАТО, возьми нас. И он говорит, нет, извините, мы не можем взять. Это ваше внутреннее с Россией дело. Это халиф, это защитник мусульман и так далее. Ну, проблема в том, что проходит время, появляется новая риторика, новые клише, новые обманы, и нас снова начинают обманывать. Турция нас обманула. Да, Турция помогала в определенной степени, но ровно до тех пор, пока ей это было выгодно. Как только ей перестает это выгодно, все, нас сливают. Как сейчас это было с отправкой нас в Сирию. Да? Запад тоже поддерживал там оппозицию этому Асаду. Все там Турция, там вся пропаганда велась. Поэтому в этом плане мы уже поняли, что нету никакой вот этой сказки вашей, как коммунизм, выдуманной сказки, которую вы нас постоянно обманываете и используете. И сейчас, как верно сейчас Эд написал, очень-очень выгодно Турции, как России, нас представлять дикарями. Если мы дикари, не способны создать свое государство, пребываем в пропаганде, что нужно всех евреев там изжить, там, они враги, там, 3-е, 10-е, ну, стандартный клише советского, коммунистического, арабского вот этого всего, вот этого движения, вот их идеологии. И, ну, конечно, никто не захочет иметь таких людей. Они животных любят, извиняюсь, но также представляют. Это абсолютно не так. Это абсолютно выдумка. Вообще чеченцы не из этого. У нас говорить на эти темы нельзя. Ну, не принято. Я не говорю, что чеченцы святые, далеко. Но вот с этими животными, это близко этого нет никогда. Просто невероятно. И там, представляют там, дикарями, племенными какими-то этими, что абсолютно не так. 100% не так. И точно так же Турция представляет. Поэтому нам надоела ваша ложь, надоели ваши вот эти лицемерия, обманы. Мы строим свою нацию, свою судьбу. Понимаете? И мы будем строить в этом направлении, свое государство мы будем строить. И мы будем на Кавказе главными кавказцы будут. Не турки, не иранцы, не русские. Грузины будут, черкесы будут, чеченцы будут. Другие народы, кто захочет жить свободно у себя на Кавказе. Которые коренные народы Кавказа. Мы будем хозяевами на своей земле. Не потому, что мы какие-то националисты, там еще какие-то, 3-е, 10-е. Грузины, слава богу, христиане. Слава богу, что они христиане. Потому что мы показываем, мы всю свою историю жили с грузинами в мире. Никогда мы с ними не воевали. Только когда туда Россия влезала, она задействовала их против нас против них. Но мы с грузинами, ни с одним другим народом, мы самые воинственные, самые, ну как пропаганда рассказывает, никогда не воевали. Вот на Кавказе не было войн между собой. Может, бытовые какие-то граничные конфликты возникали, драки там, соседи. Но войн не было. Вот нет, назовите хоть одну войну, где чеченцы воевали против дагестанцев, черкесов, грузин, осетин. Нет такого. Никогда не было. Понимаете? И нам не нужно эти ваши сказки рассказывать. Все. Как говорят немцы, чус. Нас все сливали в угоду своих интересов. И Турция, и Запад. Особенно после 11 сентября. Да, и Запад тоже нас слил. Да, большому сожалению, слил нас Запад. Было дело. И об этом мы тоже говорим. Но сегодня у Запада появляется видение. Хотя я упрекаю, я понимаю, что если я прошу помощи у Америки, то я не должен упрекать Америку. Потому что, ну, скажет, ну, сегодня он упрекнул так, завтра еще упрекнет. Нет, да ну его. Желания не бывает людей помогать. Правильно? Но я не могу не сказать правду. Факт есть факт. И сказать, что все идеально, тоже неправда. Но я знаю, что сейчас есть большая надежда на Соединенные Штаты, на Америку, на Англию.
что наконец-то открылись глаза, наконец-то поняли, о чем чеченцы говорили. Вот с кем вы нам предлагали остаться в одной стране, как говорил Джохар, в одной клетке с медведем. Теперь понятно. Поэтому сейчас Украина делает очень большую, хорошую работу по деимпериализации России. И я очень надеюсь, что в этом же русле, в этом же направлении будет дальше продвигаться. И в конце концов мы придем к тому, что ну, не может Запад, цивилизация, мировая цивилизация построить новую архитектуру мировой безопасности, исключив самое большое кровавое преступление, прошедшее вот на наших глазах и продолжающееся по сегодняшний день. Это наш вопрос, чеченский вопрос. Невозможно это пройти. Если это произойдет, там Турция будет, там у нас на Кавказе, Россия останется, которая, скорее всего, уже не останется, там еще что-то произойдет, то это не будет справедливый мир. Это будет, и я буду первый об этом кричать. Меня нужно будет убить или посадить, потому что я не замолчу. Я буду об этом кричать, я буду говорить об этом. Днем и ночью я буду. Я буду в 2 раза чаще проводить свои стримы, если это произойдет. И мне кажется, что не может Америка, которая гуманная, которая имеет величайшую историю и всегда исправляла свои ошибки, чтобы она не исправила эту ошибку в отношении чеченского народа, которая произошла, несправедливость, которая произошла. Я в это верю, я на это надеюсь. Я это надеюсь. Ну, а что будет? Ну, все в руках Всевышнего. И нас, чеченцев, мы, чеченцы, сами должны понять, никто нам не будет помогать. Турецкая разведка, турецкие представители будут за Турцию топить. Причем они будут говорить не за Турцию, а за ислам они вам будут говорить. Потому что за Турцию скажут, вы скажете, а кто мне такие турки? Что они мне сделали? А вот за ислам это уже твое, и ты будешь за это. Вот так они обманывают, так они нас в Сирию отправили. Вот с Европы высосали, как пылесосом, молодежь всю пассионарную молодежь, и отправили туда. Реально помогать угнетенному арабскому народу Сирии от Башара Асада, все такое. А в итоге вышло, что и исламисты, и террористы, и каратисты, и плохие. И ни от арабов, сирийцев никакой благодарности. Я общался тут с сирийцами, беженцами, которые... Ничего хорошего про чеченцев. В большом, представьте, мы тысячи у нас там парней полегло. И ни одного хорошего слова мы от сирийцев не получаем. Вот какая польза получилась от Кавказ-центра, от турецких спецслужб, от русских спецслужб. Вот какая нам польза получилась. К большому сожалению. Поэтому мы должны это осознать, чеченцы. Больше мы не должны себя дать использовать. Мы должны стать мощной силой здесь. Потенциал есть. Во всех вузах учатся наши ребята, девочки, мальчики. Во всех просто, на всех языках мы говорим. Абсолютно интегрированы, абсолютно конкурентоспособные, уважаемые, слово держат. В любой компании его уважают, потому что он держит слово, он всегда придет на помощь. Ну, наши характеристики вы все знаете. Вот таким вот макаром, таким вот образом, я думаю, мы добьемся. И результаты есть, еще больше будут. Никакая Турция, никакой Иран, никакой Китай, но у нас на Кавказе не будет. Там будут кавказцы. Кавказцы и союз с Соединенными Штатами Америки. База, военная база. Я был бы за то, чтобы у нас была мощная военная база Соединенных Штатов и американский флот. В Черном море, в Каспийском море. Было бы отлично просто. Как-то так, друзья. Нас все сливали в годы. Так было.
Так, это Дилм урод, ты мне уже надоел, поэтому я тебя баню. Такую глупость ты несешь, да? Надо же, имя многое говорит о человеке, да? США хотят депортировать Нохчу Томбинаэль из-за террорхоуэль. Сунч о ноуден из 95 шара лазина из шу пачалх России дер хоэдалан дюхал варэль. Как такое возьму Америку депортировать? Вешмавац. СЦ. Вешмавац. Что такое? Лазин инвалидный коляски человек гамац, а уйцек. Что долж Америки. ФСБ хочет, чтобы жители Ингушетии восстали против кадыровцев, потом, чтобы конфликт, война, а затем полностью территория Ингушетии присоединить Чечне, и во главе Кадырова будет стоять вот и политика. Алаш, очень даже допускаю, что им очень не нравится вот этот небольшой островок. Не то чтобы свободы в Ингушетии, никакой свободы там уже давно не остались после того, как вот этот Ингушетия Руярис, Комярис, царь Винчулдя. Юлоя, Варматсонес. Ивинек, Вар Юлоя. Ну, короче, парень Варкас более-менее правду диц. Хвят нирис виркцарь, что тогда. Готовится провокация. Готовится провокация и без разницы. Особенно и против ингушей и чеченцев. Вот нас травить это просто мечта. Если мы поубиваем друг друга, 10 человек, 5 человек, не вот конфликт бытовой, когда бизнес там, это не имеет отношения чеченцев, ингушей, а вот чтобы чеченцы, ингуши, из конфликт юшон, цунах, чеченские бег кайна балацу, и нохчи галга доудатис. Из-за бизнесмен, там, разборка, что он, и доуду тигады, долге, что бельчан, массерно. Но им очень хочется, чтобы мы с ингушами подрались. Чтобы хоть сколько-то трупов было. Именно вот как народ на народ. У них не получится. Не получается. И дэл это невозможно. Ночи галга лет еще лш бац. Ночи галга леч ночи бац и галга бац. Оуша иш леч вала. Und als шиваш оуша леч век ищи шивашавать ищи гумавать. Этого не будет. Никогда этого не будет. Дэл мула. Поэтому, да, готовится, и то же самое, то, что сейчас готовится против мигрантов, то, что готовится против мусульман, вот эта война, она очень хорошая, и на Западе она хорошо пойдет, понимаете? Потому что здесь на Западе исламофобов, разных там фашнявых очень много наберется, на самом деле. Плюс мы знаем, в каком виде ислам был представлен сейчас в Сирии, там, и так далее. Вот в Израиле, как там представляют мусульман, они же все кричат Аллаху Акбар, теракты здесь в Европе проводят. Поэтому в этом смысле уже большая такая машина по борьбе с терроризмом, да, плавно переходящая по борьбе со всем исламом, она русскими отработана, эта схема, и очень хорошо она работает. И сейчас они таким же образом хотят, и внутри, самое главное, России, русские, ну, тотальные просто. Ну, они фобы всего, они ненавидят все, они друг друга даже ненавидят. Ну, а ислам это вот последний, при Путине 20-30 лет, они вот под видом борьбы с мусульманами, с исламом, они геноцид совершали чеченцев. Поэтому среди русских это тоже хорошо ложится вот эта тема. И я думаю, в этом смысле они будут это нагнетать. Чем больше они будут эту систему накручивать и нагнетать. Если вы сейчас обратили внимание, появилась вот эта русская община, и в пику этой русской общины русские мусульмане начинают тоже рассказывать. Да вот, да мы вам третье, да мы вам то, да мы вам все. Ну, посмотрим, что сделают эти русские мусульмане, но мне кажется, это будет вот сперва сейчас накручивание. Обычные мусульмане не отвечают этой русской общине, полный ее игнор, потому что, ну, это все понимают, что это ГБшный проект, ФСБшный проект. И начинают отвечать, ну, якобы русские мусульмане. Ну, по внешности, по говору, там вот здесь у кого-то там 2 волоска есть, они там начинают там вещи разные рассказывать. Ну, я не знаю,
к чему это придет, но мы должны знать, ингуши должны знать, все кавказцы должны знать, что против нас готовится провокация. Под самыми правильными словами, что вот ущемляют мусульман, что вот мы там это, вот кафиры такие, вот русские это. Это все будет использовано для того, чтобы нас поднять и стравить. Поэтому призываю не поддаваться на провокации, максимально быть осторожными во всех этих вещах. Ни в коем случае не участвовать ни в каких этих вещах. Даже вот писать вот эти комментарии где-то эту сторону, ту сторону. Воздержитесь пока. Вы все попадете в разработки. Если вы как мусульманин будете писать против них, у вас возникнут проблемы, как у террориста. Если вы будете писать против мусульман, это тоже будет в угоду, если вы не проект России, это тоже будет в угоду. Потому что это невыгодно русским, это невыгодно России, это невыгодно мусульманам, это выгодно только ФСБ и верхушке клики, которая понесла сокрушительное поражение в Украине и каждый день несет его. И они уже заявляют, что уже 1,5-2 года мы бессмысленно воюем. Вот эти мясные штурмы не имеют никакого смысла. Оборона будет в Москве, они говорят. В Москве вот будут волнения подниматься. И именно для этого ФСБ сейчас накручивает русских против мусульман. А мусульман накручивает против русских. Вот к чему они хотят прийти. А религиозная война сейчас, потом объявится какой-нибудь террорист, который, реально его брата всех запытают, убьют, разорвут, ему дадут взрывчатку, какой-нибудь проповедник его, опять же, КГБшный. Ему взрывчатку, и он с радостью пойдет и себя взорвет. Потому что я знаю, как это они умеют делать. Да? Они умеют так мозг выносить. Особенно, когда ты находишься в таком ущемленном, психологическом, таким подавленном состоянии, когда ты понес колоссальные потери, и ты ощущаешь несправедливость всего мира в отношении к себе. И в этот момент тебя ловят, все, там брата убили, там сестру убили, там мать отца убили. Вот идеальный кандидат. Обрабатывать месяц, 2, 3, есть легко внушаемые люди, все ради Аллаха и так далее. И ты понимаешь, да, русские убили мою семью, и вот там русские. О чем мне жить в этом? И все, и идет, и совершает вот эти ужасные поступки. Поэтому призываю всех воздержаться. Очень-очень вы вступаете, мы все вступаем в очень-очень такое турбулентное время. И мы должны быть ко всему готовы. Не поддаваться на провокации, не поддаваться ни при каких обстоятельствах. Қиылан сәтсем юғбақ кетіғиятша буабеш бұқуза уайық юл интия су әйдлия цахителі құза. Шәдірк па инерция даду ечду дуғасқы бұқуза әйділан бала. Да. Ғасқы бұ боғш, манкуш бұ қейрін кверт тентк боғш, уайық ләтсен. Да, большая работа ведется против нас, это правда. Слава Украине! Героям слава! Закрой свою мясорубку. Она не только мясо рубит, она и хлеб ест, все нормально. Салам, Аслан, салам, Стас, салам. Привет всем, шаббат, шалом, шалом, Стас, шалом. Шалом из Израиля, Нин, шалом. Так, Мухсин, что ты тут написал нам тут? Только не говори, что ты сейчас написал какой-то... Привет всем из Узбекистана. Ну все, нормально. Мир вашему дому, друзья. Привет всем из Самарканда, да. Шалом алейкум с Израиля. Красавчик, всегда правду говоришь, грамотный мужик. Мужчина, скажем так, да. Итак, Дио.
Чеченцы равно евреи. Нет, чеченцы не равно евреи. Мусик свой. Да, ну понятно. Алейкум салам. Я пропустил флаг, по какому поводу висит. А ты чуть-чуть перемотай, Давид, увидишь. Увидишь тут. На слабо, на слабо. А ты слабо, а то слабо. Выйти с израильским флагом слабо, спрашивает. Чего мне должно быть слабо? Мне слабо выйти с русским флагом. Вот это слабо. Вот это не пойду никогда на это. Так, Стас, дякую. Тода раба. Русский не флаг, а туалетная бумага. Да, да. Поляница, шалом, поляница, шалом. Палестины нет, есть Газа. Да, Ребель, совершенно верно. Вы ингуш? Нет, я чеченец. Шалом, приятно видеть. Шалом алейхум. Şür oel yuha. Nereye soy çugun? Çugun. Такого ты там орца, чугун. Никел. Николицу. Первый раз мне на стриме ответили. Ладно, не может быть, Эдам. Ты, наверное, немного писал, поэтому тебе не ответили. Да добивался бы тут, как некоторые, ответили бы. Ам Израиль хай, шаббат шалом, шалом, шалом. Вы чеченец из Израиля? Нет, я чеченец из Ичкерии. Самый настоящий чеченец. Ребель, а ты куда гойзон, ойзе? А вот тролльщуешь, я здесь, я здесь, специально провоцирует, я здесь. Ой, отлично. Внимание, да? Ой, Кутыр, отлично. Шюр Уэльва. Так, это уже было. Ваше мнение о распаде СССР. Ну, распада не было, это было разойтись, чтобы сойтись, искусственно это было сделано. Его развалили. Меня очень радует, что есть здравомыслящие люди среди вас. Среди нас большинство таких людей. Вот вы не поверите, вот вы многие читаете, вы читаете троллей, комментарии, ник чечен, нохчи, там, 395. Это вот в каждом отделе у них сидят свои КГБшники. Плюс каждый чиновник должен обязательно писать. Там, от учителя там, до любого там, директора какого-нибудь там. И, ну и все. И плюс сама есть фабрика троллей у них, которая в этом работает. Поэтому, когда я тут смотрю, Нина, по-моему, ник у нее был, я сейчас могу ошибаться, она там переписывается, бьется там со всеми, у меня там под этим видео, еврейка, по всей видимости. А я читаю и думаю, ну вот она с троллем просто бьется, а тот гонит вот эту свою, да, она там доказывает. Ну, с другой стороны, да, Нина, это хорошо, с другой стороны, хотя, что вы на это тратите время и показываете свою позицию в этом плане. Это очень важно, евреи. Нам на самом деле, вот мне нужна, они там говорят, там я на Моссад работаю, еще на кого-то. Это абсолютно не соответствует действительности. Но и мне нужна помощь, вот, чтобы вы говорили свою позицию, чтобы 90% чеченцев не считают вас врагами. 95%. Крови у нас, в менталитете нету у нас, понимаете? К русским даже, вот, кто нас убивал 300 лет, к ним у нас этого нет. Вы можете это понять? Вот, ну не испытываем мы. Конкретно вот это убивал, вот к нему, да, лютое презрение. А простым людям, да, мы боимся их, опасаемся, потому что, ну, подлость могут сделать, все такое, ну, и то через 300 лет, я думаю, уже пора там чуть-чуть опасаться, так, инстинкт сохранения у всех должен. А так, по большей счету, нету вам этого.
Все, что вы видите, искусственно навязывается. Искусственно навязывается турецкими спецслужбами. Я еще думаю, что Кавказ-центр имеет такой уже накопитель. Раньше все наши президенты, наверное, выступали. Он раньше не был антисемитским. Потом он стал уже, когда уже, видимо, заказ пришел. А до этого он был, про-чеченским, все было нормально. Все президенты у нас там быстро, все видео там про войну, про события, все туда быстро помещалось. Много было, я сам много читал этот сайт, много очень нравилось. А потом потихонечку он с таким матерым такой, махровым, антисемитским стал. Потому что это нужно Турции. Не нужно было бы Турции. Вот так одним щелчком они бы заткнули бы. Потому что мы знаем, как это делается. А нужно Турции. Вот они на этом. И вот кажется, ни в коем случае не ассоциируйте этот Кавказ-центр с нами. Я прямо это говорю, много это говорил. Они меня люто тоже ненавидят за то, что я говорил о них правду. Но я вынужден это говорить. Потому что мой народ находится на грани исчезновения, на грани полного уничтожения, а эти сидят тут, бабки зарабатывают, ненависть культивируя, распространяя ненависть, которая не имеет сейчас ровным счетом никакого отношения к этой ненависти. Поэтому я вас прошу, пишите комментарии, ставьте лайки, говорите о нас. Евреи, вы активные. Спасибо, Стас, спасибо. Вы активные, вы в этом смысле, молодцы вы, на самом деле. Вот. То, что вы делаете, вы в курсе многих событий, умеете быть сдержанны, умеете, где нужно ответить, где нужно, без лишних вот этих всяких понтов дешевых. Правильно, четко умеете преподносить. И для нас это важно. Вот мне важно, чтобы вы нам помогли. Вот вся помощь, если один комментарий напишите, вот у нас есть Эд, который днем и ночью работает в этом направлении. Я его об этом не просил. Просто у нас с ним дружеские отношения. Он извинился как американец за то, что не помогли они нам в свое время. Единственный, кстати говоря, американец, который извинился. И очень много пишет там разным Гордонам, Мордонам, я еврей, почему вы там с Ичкерии так, почему вы говорите это? Он хорошо в теме разбирается. И, это очень круто. Это круто, это очень большая поддержка. Мы защищаем себя. Правильно делаете. Я полностью поддерживаю вашу борьбу, защиту себя. Вы на правильной стороне истории. И оставайтесь, пожалуйста, не переходите ни на правильную историю. Или оставайтесь такими же. Если вы были бы не на правильной стороне истории, вас бы всю вашу историю вот так не гнобили бы, не убивали бы. Просто за то, что вы евреи, за то, что вы сплоченные, за то, что у вас есть свое я, свой костяк. За это вас уничтожали. Вас хотели сделать не евреями, вас хотели сделать кем угодно, как и нас хотели сделать. У них ничего не получилось. Ни с вами, ни с нами. Это тоже факт. А пока у нас нет сил. Но сила не решает все. Решает добрая воля, решает воля человека. А воля у нас железобетонная. Никто никогда не может нас сбить. Не потому, что я сейчас тут сижу, там понтуюсь. Вся наша история показывает. Все наши славные сыны и дочеря показывают это. Ничего не изменилось. Я самый худший из них. И я никогда не смирюсь. А какие лучшие у нас, вы даже не представляете. Какие есть и еще будут. Друзья, спасибо, Стас, и тебе за правду, всем вам спасибо. Тода раба. Я на этом свой стрим закончу, друзья, почти 2 часа в эфире. Спасибо, что смотрите, поддерживайте. Все будет Ичкерия. Ам Израиль Хай, слава Украине, Господи, благослови Америку. Адикюэль Маш Оэль, всего самого хорошего, друзья. Завтра будет стрим на русском языке на платформе открытого диалога с представителем единственной, легитимной, настоящей чеченской власти, которые не предали выбор чеченского народа, конституцию чеченского народа, борьбу чеченского народа, с президиумом правительства и сопредседателем, с Аядом Идиговым, которую вы очень любите, и которые мы вас всех ждем на русском языке. Евреи тоже приходите, задавайте ему вопросы. Это я не вхожу ни в президиум, я независимый человек, но я признаю эту нашу единственную легитимную власть и поддерживаю целиком и полностью вот этих мудрейших
и мужественных людей, которые очень много сделали для чеченского народа и продолжают оставаться на страже чеченского народа и его интересов. Спасибо всем. Еще раз. Все будет Ичкерия. Адикюэль, Маш, Оль. Всего хорошего. До свидания.